Доброе утро. Телеканал Якутия-24, НВК Саха. Это «Утро Якутии» и очередной день мы с вами встречаем. Полина Долинская, Павел Танин в этой студии. Доброе утро, друзья, все, кто начинает свой день вместе с нами. Сегодня в нашем эфире мы подготовили много чего интересного и полезного. Также мы узнаем, как городские власти решают вопрос нехватки общественного транспорта. Между прочим, наш корреспондент прокатился по самым центральным улицам, а также по самым забитым автобусам и узнал, что будут делать дальше. Да, где-то до сих пор в пробке он стоит, но об этом мы подробнее узнаем. Тем не менее, помимо истории с автобусами, еще один транспортный важный момент для города Якутска — это, конечно же, ремонт центральных улиц, вообще ремонт дорог. Об этом будем подробно разговаривать с тем, кто непосредственно связан с этим важным для нашего города делом. А также в это утро мы с вами встанем на лыжи и расскажем о Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва по лыжному старту в городе Алдане. Да, еще уже буквально на днях стартует фестиваль молодежный «Мусу Стар». В этом году еще большими масштабами он должен отметиться. И вот что же ожидает участников, что ожидает зрителей, гостей, мы об этом также вам обязательно поведаем. Ну и обязательно вместе позавтракаем. Между прочим, на смену бургерам и наггетсам пришли русские блины. В самом центре Москвы открылся фудтракт «Матрешка». Узнаем все об этом и обязательно вам расскажем. Друзья, принимайте участие вместе с нами в эфире. Мы работаем по номеру WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, как начинается ваш день, чем вы завтракаете, какие у вас планы на эту неделю и вообще с каким настроением вы просыпаетесь. Или, может быть, вы любите лыжи и у вас есть какие-то другие хобби, ими тоже можно поделиться, нам рассказать, отправить фото, видео. Некоторые из них мы даже можем использовать в эфире и показать всем, рассказать о вашем увлечении. Ну и самое время узнать, какая погода за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 26-28 градусов мороза. В заречной группе 24-30 ниже 0. В южных в это утро в Алдане минус 8, в Нерюнгре минус 10. В Вилюйской группе минус 11 в Сунтаре и минус 27 в Верхневилюйске. В Нижнеленских 20-24 ниже 0, в западных минус 6, минус 10. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 4 градуса в это утро в Чирском и минус 24 в Чукурдахе. В Янских 25-36 со знаком минус, на северо-западе 19-29 градусов мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 24 градуса ниже 0. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают, что будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный подует с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 6, минус 8 градусов. Прекрасная погода, теплая. Вообще в такую погоду, как правило, хочется больше времени уже начинать проводить на свежем воздухе, заниматься, возможно, каким-то активным отдыхом. И хотелось бы сказать, что это была трудная неделя, но сегодня только вторник, однако планировать свои выходные уже, наверное, можно. И говоря про свежий воздух, активный вид отдыха, можно совместить приятное с полезным. А в этом может помочь одно замечательное место в городе Якутске. Речь идет о Ледовом городке, который открыт в районе пляжа 202-го микрорайона. Собственно, огромный ассортимент развлечений, горки, квадроциклы, снегоходы, квадроциклы, огромный каток, ледяные горки и ездовые животные. Такая территория активного отдыха точно поможет отвлечься от будничных дел. Ну а по вечерам там очень красивая световая инсталляция. Ну, вопрос, конечно же, для любого отдыха, это когда этого отдыха добраться. Самым популярным средством передвижения все-таки в городе Якутске всегда будет, наверное, автобус. Пока у нас нету личного транспорта. Да. Между прочим, на днях наш корреспондент Дмитрий Тымыров проехался по самым оживленным улицам и лично убедился, как решается этот вопрос. Сейчас находимся на остановке «Патриот», ждем автобусы. Перед нами, получается, выехал автобус номер 16. Вот сейчас через 3 минуты подъехал маршрут номер 35. Давайте сейчас пройдем и посмотрим, как ездит данный маршрут, по какому направлению. Так. Вот, получается, у нас автобус не полный здесь. Здесь пару
людей и говорят то, что если дальше проехать, то автобус уже наполняется уже по мере движения. По словам пассажиров, сейчас больших проблем с ожиданием автобусов уже нет. Люди на остановке выходят ко времени и сразу садятся в автобус. Я стабильно выхожу в одно и то же время. Но если я опоздала, я минут 20, это утром стою, можно опоздать на работу. А по вечерам минут 40 стоишь. Сегодня из-за нововведений в федеральном законе о прохождении технического осмотра общественного транспорта многие водители не успели его пройти ранее. По новым требованиям, без этого техосмотра им нельзя выходить на рейс. В противном случае их ждет штраф от 50 тысяч и выше. Эти изменения в том числе коснулись частоты прохода технического осмотра. То есть сейчас автобусы возрастом старше 5 лет обязаны проходить технический осмотр 2 раза в год. Этим вызвано вот такой наплыв, большой наплыв автобусов в пункты технического осмотра. А на другом участке, на улице Дзержинского, где обычно наблюдается большой поток движения автотранспорта, в том числе маршрутных автобусов, людей, ожидающих свой рейс, в этот раз было немного. Ну вот сейчас подъехал 14-й маршрут, мы сейчас заходим сюда и посмотрим, насколько здесь автобус заполнен пассажирами. Получается, у нас 14-й маршрут является самым таким загруженным маршрутом, и обычно здесь бывает не протолкнуться. Действительно, маршруты 5, 14, 20 и ряд других являются самыми загруженными. В час пик здесь порой бывает сложно пройти в автобус. Такую же картину можно наблюдать и в вечернее время. А еще какие проблемы можете отметить вообще общественного транспорта города Якутска? Ну, все устраивает. Главное, чтобы количество было достаточное, чтобы именно в часы пик люди не толпились, не набивались в автобус. Так что сейчас уже не час пик считается. Сегодня на дорогах Якутска после пандемии вышли работать лишь около 240 единиц техники. Отметим, в допандемийное время город обслуживали порядка 400 автобусов. В 2019 в конце и 2020 годах были ограничительные меры, вводились вернее, да, графики движения автобусов, как пригородных, так и городских, были существенно сокращены. Ну, потому что пассажиров было действительно мало, периодически происходил у нас локдаун. Да. После этого, к сожалению, очень большое количество водителей уволились, понятно, да, и некоторые из них даже покинули пределы нашей республики. Естественно, отрасль после этого до сих пор не может нормально оклематься. И вот основная проблема, вот кроме текущей проблемы с отсутствием пунктов технического осмотра, у нас еще катастрофическая нехватка водителей категории «Д». По данным Департамента транспорта Якутска, сейчас на городские маршруты выходят около 80% автобусов. В дальнейшем, после майских праздников, к ним примкнут новые автобусы. Между тем, с наступлением теплых дней многие пассажиры уже с начала месяца перестали пользоваться общественным транспортом и выбирают пеший поход. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Ну, на самом деле, в последнее время все-таки в социальных сетях очень было разговоров про плохую, скажем так, не очень удовлетворительную работу общественного транспорта. Но это в том числе связано с тем, что в городе сегодня идут масштабные работы по ремонту дорог. Центральных улиц, да, которые, кстати, давно не ремонтировались. Наконец-то настало время, и ура, что это началось. И сегодня вот как раз об этом, о ремонте дорог поговорим с директором муниципального казенного учреждения «Главстрой» Алексеем Варламовым. Алексей, доброе утро. Здравствуйте. Вот. Сейчас проходят ремонты как раз такие масштабные. Это именно газопровод и по улице Каландыришвили, строительство канализационного коллектора номер 3, а также улица Ленина. Она у нас практически вся перекрыта. И когда планируется полностью завершить земляные работы и приступить к работам именно по благоустройству и асфальтированию? Ну, вообще масштабные работы не только на этих улицах, по всей у нас и городской агломерации, и пригородах уже с 2019 года ведется большая работа. Ну, что касаемо, конечно, работы сегодня связанных с инфраструктурой, которая непосредственно сегодня также влияет и на сроки нашей работы, и на сроки проведения строительно-монтажных работ по дорогам. Это связано, конечно, с переукладкой, с переустройством коммуникаций, те, которые пришло свое время, и необходимо сегодня их принимать, по ним тоже определенные меры. Но если говорить, опять же, по национальному проекту, в рамках которых мы проводим все сегодня мероприятия,
то тут нас объединяет не только, как говорится, сама дорога Стрельзина, но и наши ресурсоснабжающие организации, которые тоже вынуждены сегодня, имея свои подпрограммы, имея, конечно, в первую очередь, опираясь на нацпроект, подводить все свои планы, и мы совместными усилиями сегодня, так скажем, выходим на то проектное планирование ремонтов дорог вместе с нашими ресурсниками. И вот вы видите, что мы уже буквально, и мы в 2019 году мы зашли, город Якутск, в частности, зашел поздно в эту программу, тем не менее, значит, с отставанием, но мы справлялись тоже, значит, в усиленном режиме, ну, что нам, конечно, позволило в будущем планово спланировать все мероприятия, связанные непосредственно уже с преждевременным началом работ до начала, ну, именно по ресурсникам, чтобы выйти в сезон благоприятный для дорог, успеть выполнить все наши работы. А если говорить о проспекте Ленина, и, допустим, ну, действительно, мы сейчас также ведем работу по замене газопроводов, по замене канализации, те работы, которые непосредственно нужно делать именно в этот сезон. Ну и плюс, опять же, работы коммуникационные, земляные проводятся до укладки дороги, что, наверное, многие горожане помнят случаи, когда бывало, что постелили дорогу, пришли ресурсники, перекопали ее заново. Вот. А по итогу в каком виде мы как раз-таки увидим вот эти улицы уже в готовом виде? Ну, все улицы будут, естественно, в готовом виде, завершенном. Другая, и такая цель у нас и стоит, значит. Ну, допустим, если говорить по то, что вы озвучили улицу Чернышевского, там, где сейчас работает водоканал, коллектор номер 3, ну, эту работу они выполняют не в рамках безопасности качественных дорог, это у них своя программа, они ее ведут также планово, начиная с прошлого года, в этом году, и я знаю, что они будут ее заканчивать в следующем году. Также по Каландарашвили, вот видите, что сейчас уже газовики вышли, они должны завершить ее до июня месяца, после этого мы должны приступить уже непосредственно к самой дороге. То же самое, в принципе, и по проспекту Ленина. Ну, по проспекту, насколько знаю, был грандиозный план еще все коммуникации, в том числе электропровода, это все в земле спрятать, чтобы так называемое чистое небо или как-то там... Совершенно верно. Еще мы на этапе проектирования, когда мы, значит, начинали рассматривать проспект Ленина, значит, под капитальный ремонт, мы привлекали сюда, естественно, и проводили и общественные слушания, и наши урбанисты, наши архитекторы, все принимали участие, значит, в тех мыслях, которые должны были, которые вот сегодня отражаются в проекте, уйти действительно с кабельной продукции, воздушной, в подземной коммуникации, это линии связи, ну, то есть избавиться от лишних проводов, которые сегодня нам мешают лицезреть, так скажем, чистое небо. Ну, все, Алексей, спасибо большое, что пришли вы в нашу студию, рассказали нам очень много полезной информации. Ну а мы прямо сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся, продолжим наш эфир. Доброе утро, в эфире новости. В Якутии выделят дополнительно 231 миллион рублей на создание резерва лекарственных препаратов для обеспечения больных редкими заболеваниями. Такое решение принято по итогам очередного заседания оперативного штаба по устойчивому развитию экономики республики. На прошлой неделе был принят пакет мер на общую сумму более 14 миллиардов рублей для поддержки основных отраслей экономики Якутии. В Госкомцен Якутии поступило более 700 обращений о повышении цен с начала марта. Более половины обращений по продовольственным товарам, включенным в перечень значимых. Часть жалоб по продуктам, не включенным в перечень. Остальные жалобы поступают на рост цен на непродовольственные товары, в том числе патроны, подгузники, влажные салфетки, туалетную бумагу, бумагу А4, кассовую ленту, запчасти на сельхозтехнику и другие товары. В России стартовал досрочный этап единого государственного экзамена. Он для выпускников прошлых лет и тех выпускников текущего года, которые по уважительным причинам не смогут сдать экзамены в основные сроки. Заявление на участие в досрочном этапе подали более 14 тысяч человек. В 2022 году досрочный этап проводится впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии. В этом году все по плану. Досрочные экзамены пройдут во всех регионах, кроме Ненецкого и Чукотского автономных округов.
В эти выходные в Хангаласском Улусе отгремел ежегодный молодежный фестиваль «Самохол». Мероприятие проходит в 7-й раз. Нынче местом проведения выбрали село Улахан-Ан. Участниками стали более 300 молодых хангаласцев из 14 муниципальных образований района. Победителем этого года стала команда из Немигюнского наслега. Теперь им предстоит принять участие в республиканском молодежном фестивале «Муссустар», который пройдет 25 и 26 марта в Якутске. Мы приехали с Качкадцев, у нас в команде 18 человек. И в основном половина команды учителя, молодежь и с ХПК Качкат и с администрации еще, и с клуба. Сам я работаю учителем физкультуры в школе. А сама атмосфера фестиваля нравится тем, что собирается вся молодежь со всех поселков и объединяется. Белая медведица, которую обнаружили в поселке Джибарики-Хая Тампонского района, обжилась в московском зоопарке и чувствует себя отлично. На видео можно увидеть, как Тампа, так назвали медведицу, нежится в снегу и играется. По словам работников, в вольере московского зоопарка создали условия, максимально приближенные к арктическим. Поэтому медведица очень довольна и резвится в снегу. Доброе утро. Встречаем с вами вторник, 22 марта. Это утро Якутии. Полина Долинская, Павел Танин в студии. Хотим спать. И продолжаем наш эфир. И сейчас мы расскажем про очень интересных девушек, любительницы подледной рыбалки из села Кюпцы Усть-Майского района показали свой улов. Судя по кадрам, рыбалка удалась. Женщины детально отсняли весь процесс подготовки к этому процессу и показали, как они растапливают печку, как вручную собирают ледобур и подготавливают лунки. В конце ролика женщины поделились своим уловом. Кстати, вот очень полезный лайфхак, потому что когда я принимала участие как раз-таки в подледной рыбалке, мы вот этот лед, мы его сбрасывали в сторону. А оказывается, его можно было растопить и еще вот этим кипятком лунку залить, и тогда бы лед гораздо быстрее бы растаял. Вот. Ну, это был наш первый опыт, теперь буду знать. Вот видишь, а с первого опыта уже получила, знаешь, лайфхак, который доступен профессионалам, я считаю. Кстати, между прочим, сегодня 22 марта еще и отмечают День воды. Да, Международный день водных ресурсов по всему миру отмечается. Вообще праздник призван, конечно же, обратить внимание на количество пресной воды. Ее действительно даже не количество, а малое количество на нашей планете. Потому что если наша Земля примерно на 70% состоит, наша планета это 70% это воды, из нее только пресной, буквально какая-то капелька в этих масштабах. Ну, а также, конечно же, обратить внимание на экологию и чистоту той самой воды. И сохранение водных ресурсов. А какие еще интересные даты и события выпадают на сегодняшний день, 22 марта, мы узнаем далее. На календаре 22 марта. Сегодня отмечают Всемирный день водных ресурсов, День Балтийского моря, Международный день таксиста. По народному календарю наступал день Сороки. В народе этот день считался днем встречи весны, одним из самых больших праздников в году. Крестьяне говорили, что на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается. Предвестниками весны были жаворонки. Хозяйки загодя выпекали из теста печенье в виде птиц. Ровно 148 лет назад в этот день на площадках клуба по крикету и бейсболу на Стейтен-Айленде прошел первый матч в теннис. Буквально за месяц до этого события был запатентован корт как площадка для этой игры. В Париже состоялась первая в истории публичная демонстрация кинофильма. Это был фильм братьев Люмьер «Выход рабочих с фабрики». Незадолго до этого братья Луи и Агюст получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». В Лондоне на улицах появились первые такси со счетчиками. Собственно, тогда и родилось само название этого вида городского транспорта. 71 год назад создана первая в СССР центральная студия телевидения. Первая в Советском Союзе программно-творческая телевизионная организация. В этот день родились
Фани Ардан, французская актриса театра и кино, режиссер. Валерий Сюткин, советский и российский певец и музыкант, заслуженный артист России. Александр Цикало, российский музыкант, актер, продюсер, телеведущий. Риз Уизерспун, американская актриса, продюсер. Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей и Тарас. Потому что наша жизнь не стоит на месте, и вот мы часто здесь, в этой студии, в нашей программе учимся говорить правильно какие-то слова, которые в нашем языке используются давно. Тем не менее, очень часто и очень быстро в наш обиход приходят слова, которые какие-то заимствованные, переделанные из зарубежных слов. И вот одно из еще слов... иногда, да, мы не знаем правильно и применение этого самого слова. Да, и сегодня в нашей рубрике «Говорим правильно» будем разбирать слово «коворкинг». Как его правильно произносить? Вообще, что оно конкретно означает? Доброе утро, дорогие телезрители! Во время нашей прошлой встречи мы с вами говорили о том, что в нашу речь приходят слова со значением новых профессий или же слова, которые обозначают новый способ организации работы или новое место работы – коворкинг. Вот как раз коворкинг, как место, где работать можно без жестких правил, очень удобно тем, кто называет себя фрилансером. Так кто же такой фрилансер? Если мы с вами обратимся к английскому языку, из которого пришло это слово, то получится, что фрилансер – это внештатный работник. Этот внештатный работник, он свободно может передвигаться, он не обязательно должен ходить в офис, но при этом он выполняет те задания заказчика, на которые не хватает времени или ресурсов, или знаний у штатных сотрудников. Часто фрилансером становятся молодые люди. Это вообще, по данным социологии, это прерогатива именно молодых людей. Фрилансер в переводе с английского, а именно из английского языка к нам пришло это слово, переводится как внештатный сотрудник. Именно такой свободный сотрудник приглашается для решения каких-то кратковременных задач. И он обычно решает те задачи, на которые не хватает времени у штатных сотрудников. Причем фрилансер может работать удаленно, то есть ему не нужно обязательно ходить в офис. Самое главное, чтобы он был обеспечен интернетом и необходимым оборудованием. А работать он может из любой точки мира. Очень часто фрилансерами являются молодые люди. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Кстати, Паша, помнишь ли ты номера телефонов наизусть именно своих там, хотя бы родных, близких? Ну, наизусть я помню свой номер, я наизусть помню... Какой молодец! Буквально... Ну, не так много номеров, но где-то 5 именно мобильных и плюс несколько номеров, ну, шестизначных, к примеру. Я называю их городскими. Городские. Но вообще, на самом деле, свой мозг тренировать обязательно нужно, потому что в век именно вот этих социальных сетей, когда мы очень много смотрим цветных картинок, память у нас, она немножечко затирается, то есть люди стали меньше читать. И вот наши запасы ума и памяти, они медленно тают. И для того, чтобы улучшить работу мозга, то есть можно соблюдать простые правила. То есть буквально запоминайте номера телефонов. Не обязательно всей своей телефонной книги, достаточно 5-10 своих родных и близких. Также составляйте в уме список продуктов, когда идете в магазин, то есть не используйте список. Как можно больше считайте в уме, не сразу тянитесь за калькулятором по любому поводу. И постарайтесь хотя бы там по утрам просыпайтесь и пересказывайте свои сны, вспоминайте, что там было. Ну и украшайте свою речь, потому что когда вы общаетесь с своими друзьями, даже о том, как закончилась та или иная книга или фильм, то есть используйте красивые речевые обороты. Да. Вот я обычно рассказывала, там чувак, короче, был,
Вот у тебя через короче. На самом деле, да, большой словарный запас, он тоже стимулирует развитие и формирование нейронных связей, соответственно, укрепляет мозговые функции, когнитивные способности сохраняются в целости дольше. Ну и вообще от качества работы когнитивных способностей, зависит и качество жизни, и продолжительность ее в какой-то степени. Один из способов тоже как бы тренировать свой мозг — это предугадывать развязки фильмов, книг, сюжетов, то есть как это все повернется и так далее. Нет, это неинтересно. Лучше просто Вот. читайте. На самом деле в этом плане очень хорошо смотреть различные детективные киноленты или читать детективные книги, потому что всегда сидишь И думать вместе с автором. Да, кто же во всем этом виноват. Но вот говоря про книги, сейчас на очереди наши гости из библиотеки. Они проведут небольшой розыгрыш по итогам предыдущих выпусков рубрики «Книжная полка». Доброе утро! По традиции, по 3 прошедшим выпускам мы зададим 3 вопроса. Кто ответит правильно на все вопросы, получит памятный приз от Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Итак, внимание! В первом выпуске мы рассказывали про ненецкую сказку под названием «Кукушка». В сюжете сказки мать превращается в кукушку. Внимание, вопрос. Что побудило превратиться маму в кукушку и сколько у этой матери было детей? Во втором сюжете моя коллега рассказала о произведении «Дикое опасное путешествие как способ обрести себя». Внимание, вопрос. Кто является автором этого автобиографического произведения? В третьем выпуске мы рассказывали про любовную лирику поэтов Золотого и Серебряного века. Свои прекрасные стихотворения посвящали дамам многие российские и зарубежные поэты. Но среди якутских дореволюционных поэтов можно выделить Петра Никодимовича Черных. Внимание, вопрос. Какой псевдоним был у Петра Никодимовича? Все ответы вы можете прислать на адрес электронной почты victorina@nb.mail.ru. Всем удачи! А мы продолжаем наш эфир с очень хороших новостей, которые пришли к нам аж из Биробиджана. Якутянин Юрий Михайлов выиграл чемпионат ДВФО по супермарафону. Соревнования по шоссе на дистанцию 100 километров прошли в городе Биробиджан. Юрий Михайлов из Вилюйского УЛУСа пробежал дистанцию с лучшим результатом. Соревнования проводятся уже в 3-й раз. Здесь собрались профессиональные спортсмены и любители бега практически со всего Дальнего Востока, Забайкалья, Хабаровского края и Амурской области. Ну, 100-километровая дистанция – это, конечно же, результат упорных тренировок, это воли к победе, вообще своего самоконтроля. Ну и наша коллега Дарья Анкехова на днях решила пристраститься к такой вещи, как спорт, но зимний, не бег, а лыжи. Встала на лыжи, причем не абы где, а в школе спортивной в Алдане. Олимпийского резерва. Олимпийского резерва. Вот что из этого получилось, давайте узнаем. Итак, дорогие друзья, самое время все-таки попробовать встать на лыжи. Действительно, опыт катания на доске у меня уже был, но с лыжами я вообще даже вот так не дружу, так сказать. Но сегодня именно для этого я решила посетить эту школу, и есть опытный человек, который согласился мне в этом помочь. Это Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, здравствуйте. Дарья, здравствуйте. Мы вам подберем ростовку. Я думаю, вот это вам самое то. 1,58 м я. Вот чуть-чуть выше вашего роста. Для прогулки это самое то, да. Палки вам, как правило, чтобы вот в районе плеча были. Ну, дальше давайте с вами подберем размер ботинок. 36, наверное. 36 вам подойдет? Да. Ну, вообще 35 свой, а с носком 36. Да, мы сейчас померим. Я думаю, 36 будет самое то. У вас сейчас будут ноги неподвижны, а руки будут делать всю основную работу. Это называется по лыжному термину одновременно бесшажный ход. Или за границей его привыкли называть дабл-пулинг, а у нас называют его еще баба-поле. В общем, смысл какой? Ноги неподвижные, руками просто сталкиваетесь. А
что тут может пойти не так? Что может пойти не так? С бабой Полей что может пойти не так? Ну, в принципе, ничего, просто силы быстро кончатся и все. Уже кончили. Сейчас мы наверх заберемся, а там как раз попробуем маленько съехать. И вы же катались на горных лыжах? Нет. Нет, значит будете кататься. Вы маленько нажимаете к снегу. И ручки далеко не ставьте. Поближе, вот сюда, вот сюда. И небольшое усилие на палке. Да. Коленочки подсогните. Вы говорите, я не должна катиться назад, а я катюсь назад. Теперь делаем следующим образом. Это подъемный вариант. Прям самые крутые бугры. А я видела на Олимпиаде так поднимайте. Да. Вот так. Все верно. Подъем елочкой называется. Вот. Ну, можно еще проще придумать вариант. Как? Давай держаться. Лесенка. Это что? Как я, встаньте. Это какой-то этот, как бы сказала молодежь, читерский вариант. Какой? Читеры. Ну, то есть это, короче, какая-то халтура. Вот так вот маленькая горочка оказалась для меня практически недосягаема. А вершина была так рядом. Была возможность у меня уже на беговых лыжах себя попробовать, и как сказал мой инструктор, у меня уже первый разряд. Ну, я думаю, он, конечно же, просто пошутил немного. Но и здесь, глядя туда вниз по склону, мне кажется, что здесь будет все проще. Либо я туда скачусь, либо не скачусь. То есть здесь вариантов мало, да, Константин? Ну да, все будет хорошо. Ты никуда не улетишь, не упадешь, я тебя пойму. Уху! Товарищи, я поехала. Скажи, пожалуйста, бывают такие люди, которым вообще лыжи не поддаются? В принципе, нет. Не бывает? Кому-то просто кто-то быстрее этому Самый обучается. быстро кто обучался? Сколько? Ну, у меня в Сочи был ученик, который на 2-м часу поехал в параллельных лыжах. Интересные эмоции, интересные ощущения. И, конечно, я бы всем посоветовала просто попробовать хотя бы. Пока! 25 и 26 марта в онлайн-формате, а также офлайн состоится молодежный фестиваль «Мусустар». Это крупнейшая площадка для поддержки творческих, спортивных, бизнес и цифровых начинаний молодых якутян. О том, какие тематические площадки будут работать, какие конкурсы и мастер-классы пройдут в этом году, мы как раз-таки поговорим с нашим гостем, с Мариной Силиной, заместителем министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, второй раз, получается, уже пройдет фестиваль. В этом году планируется, что он будет масштабнее, зрелищнее, красочнее. Чем будут удивлять в этом году организаторы? Да, фестиваль в этом году проходит второй раз. Будет проходить 2 дня на площадке «Триумфа» и на других площадках. Значит, да, естественно, он будет масштабный. Его уже ждут, готовятся. И надеюсь, что все ожидания будут оправданы. В прошлом году около 4000 участников было. В этом году сколько уже есть заявленных претендентов на участие? Ну, я не могу сказать в общем о фестивале, конечно, но по нашим трекам, которые курируют искусство и культуру, у нас очень много участников, особенно в треке «Танцевальный квартал», потому что этот конкурс проводится впервые. И, значит, он вызвал большую популярность, более 200 участников, и вот 114 участников вышли в финал. Вот. Но хотелось бы сказать, наверное, что в рамках наших треков будут проходить мастер-классы известных людей. В частности, как я уже сказала, в треке «Танцевальный квартал» это конкурс «Созвездие танца», это конкурс
хореографов и исполнителей. В этом состоит особенность этого конкурса, потому что один номер будет представлять, получается, два участника. Это хореограф-постановщик и сам исполнитель. Нам это очень интересно, потому что хореограф является вот доминирующей силой в постановочном танце. Вот. И в рамках этого трека пройдут мастер-классы с Егором Дружининым. Это очень известный хореограф, постановщик российский, участник жюри и наставник шоу «Танцы». Вот. Интересный, конечно же, у нас также трек «Музыка Якутии». Это конкурс вокальной музыки «Сулустар» и конкурс на исполнителей на хамусе «Хамус Vision». В этом году наши конкурсы посвящены столетию основания нашей республики. И один из, значит, таких важных моментов – это исполнение песни о Якутии. В отборочном туре должны были ребята исполнить. Но сейчас уже этот конкурс «Сулустар» вошел в финал. Нам уже известно 5 человек, которые, значит, борются за звание Гран-при. Дневники конкурса выходят на НВК «Саха» в 22 часа каждый день. Мы всех приглашаем смотреть. И на основной странице, значит, Театра эстрады ВКонтакте проходит как раз голосование на приз зрительских симпатий. Мы приглашаем всех присоединиться к этому, найти своих любимых исполнителей, ну и поддержать их, безусловно, в этом конкурсе. Конкурс «Хамус Vision» тоже в этом году новый, в новое название. Мы решили его обновить и придать вот аутентичному инструменту хамус такое немножко современное течение. Вот «Хамус Vision», то есть vision, продвижение, вижу, двигаюсь, да. Там тоже очень интересная фишка в том, что каждый участник при, значит, финальной композиции должен использовать тот или иной инструмент, который ему выпадет в результате жеребьевки. Уже выпал, получается, да? Это либо традиционный инструмент классического жанра, академического, там скрипка, может быть, это любой, да, баян, предположим. Я не знаю, кому что досталось, посмотрим. Вот. Либо якутский национальный инструмент, да? И вот они в своих заключительных композициях должны использовать эти инструменты. Ну, надеемся, что это вызовет какой-то немножко другой интерес. Заявок уже 44 заявки. Это очень много, это больше, чем в прошлом году. И у нас есть, значит, претенденты даже с Татарстана и с Владивостока. То есть не совсем только у нас. Да, ну, то есть география фестиваля, она обширная. Но вот вы начали говорить про, опять же, людей именитых, которые посетят фестиваль. Ну, может быть, по вашей линии перечислите, кого еще из звезд, возможно, можно будет увидеть. Да, вот я вот уже сказала, Егор Дружинин мастер-класс будет. Он будет проходить в Якутской балетной школе 25 числа, 25 марта в 2 часа дня. Вот. И в рамках трека «Кинематограф и искусство», где у нас пройдет конкурс фильмов, вернее, сценариев для фильмов короткого метра, здесь к нам приедет очень именитый режиссер Андрей Кравчук, автор фильмов «Адмирал», значит, итальянец. И мы надеемся, мы хотим, чтобы он привез и показал свой последний фильм «Однажды в Италии». Значит, ну и, конечно же, он расскажет в своем мастер-классе, который будет проходить 25 числа в Синема-центре в час дня, значит, об особенностях съемках сложно-постановочных картин, потому что это, ну, это довольно-таки очень известный режиссер. Я приглашаю всех любителей кино, конечно же, всех тех, кто подал заявки на, значит, на этот конкурс, чтобы вы пришли, послушали, как нужно писать сценарии, как их нужно писать, как исходить из чего. Это довольно-таки сложный процесс. У нас с этим, ну, с написанием сценариев, вообще со сценаристами немножко, ну, не так все здорово обстоит, и поэтому мы провели вот такой конкурс. Ну, в общем, приглашаем всех. В прошлом году закрытие фестиваля «Мусустар» было масштабно. Это был и фейерверк, и ледовое шоу. Чем в этом году организаторы удивят наших гостей, зрителей республики? Ну, я всех секретов, наверное, не смогу рассказать, потому что моя часть только культура и искусство. Безусловно, ведется очень интересная работа. Просто я знаю, что наши силы творческие задействованы в написании музыки. Во-первых, пишется специальная музыка, ставятся номера танцевальные.
Ставятся номера с использованием инструментов, пока не буду говорить каких. Но шоу и это заключительный концерт будет очень интересный, и он будет включать в себя исполнителей. Те, кто победил, получается, наши гран-при, они будут выступать все на этом концерте. Вот. Марина, спасибо большое, что в нашу студию пришли. Какую-то завесу тайны, возможно, уже приоткрыли, но мы напоминаем, что 25-26 марта в Якутске пройдет фестиваль «Молодежный Мусустар». Будет круто, весело. Будет очень интересно. Феерично так что, и да, мы всех ждем. Предлагаем и посмотреть, и посетить, в общем, у кого какие возможности есть. А мы двигаемся далее. В метро начали убирать стикеры и разметку о ношении масок и соблюдении дистанции. По решению мэра Москвы Сергея Собянина масочный режим и ряд остальных антиковидных мер на предприятиях и в организациях столицы отменяются с 15 марта. При этом те, кто захочет, может продолжать носить маски, но сохранять усиленный регламент уборки всех вагонов и всех поверхностей, к которым прикасаются пассажиры, тоже рекомендуется. Также продолжит работать крупнейшая в мире сеть бесплатных санитайзеров, около 3000 штук. Это, друзья, я думаю, очень хорошая такая новость. Скоро это как раз-таки, думаю, коснется нашей республики. И это хороший показатель того, что люди стали более здоровее. Ну а в Якутскую республиканскую клиническую больницу поступил новый передвижной рентгеновский цифровой аппарат. Примечательно, что новый аппарат отечественного производства, что станет первым шагом для развития в медицинской сфере собственной высокотехнологичной продукции. Ульяна Шагина ознакомилась с новым аппаратом. Главным отличием нового оборудования является автоматизация рабочего места рентгенолаборанта. Кроме того, он легкий, компактный и обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения при минимальной лучевой нагрузке. Получили мы на днях вот этот аппарат. Это, конечно, российский аппарат у нас, полностью сборка российская идет, да, и цифровой. Этот аппарат цифровой, и, значит, изображение сразу как вот съемку сделали больного, и сразу информация переходит автоматически на рабочую станцию врача. То есть здесь это не пленочный аналоговый аппарат, это чисто цифровой аппарат. Республиканская клиническая больница – один из главных ковидных стационаров с начала пандемии. Так что новый аппарат здесь нужная вещь. Благодаря мобильности его будут использовать прямо в палатах для лежачих пациентов. Конечно, неудобства создавали нашим пациентам. Когда в реанимации больной лежит, прямо спускали с кровать там рентген-кабинет, когда большой рентгеновский аппарат стоит, непредвижной, и там на носилках или привозят наши санитары, врачи, медсестры, и поэтому очень неудобно было. А сейчас этим аппаратом в любое место, точки, да, где больной тяжелый находится, можно снимать снимки. Аппарат будут использовать и в стационарах при больнице. Сегодня со спадом количества больных коронавирусной инфекцией в больнице перепрофилируют отделение. В красной зоне сегодня находится 146 ковидных больных. В реанимации клинической больницы борются с ковидом 9 человек. Из них 3 на искусственной вентиляции легких. Мы перепрофилировались на чистую и грязную зону. Да, в чистой зоне лежат пациенты с внебольничными пневмониями, обострениями бронхиальной астмы и хроническими обструктивными болезнями легких. И также мы работаем в грязной зоне, также с коронавирусной инфекцией. Дальше продолжаем работать. Врачи ковидной зоны все время начеку. Несмотря на заметное снижение больных ковидом, здесь не расслабляются. Работают также по сменам. В наш третий корпус пульмонологического отделения на Стадухина 81 поступают пациенты с тяжелой пневмонией. В основном они приводятся с других больниц нашего города Якутска и из районов. Как проходит лечение? Ну, мы, конечно же, работаем по протоколу, установленному в нашей Российской Федерации. Но в зависимости от тяжести состояния пациентов мы подбираем индивидуально каждому лечение. Врачи предупреждают, несмотря на то, что заболевание ковидом снизилось, это не делают вирус безопасным. Так что не забываем о вакцинации, а также о мерах предосторожности, ношению масок и обработке рук. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск.
Ковидные меры отменяют, а еще отменяют как раз-таки вредную Работу еду, некоторых, да, вредную пищу, фастфудов. наггетсы и всевозможные бургеры. Но на смену им приходят наши русские блины. Вместо тех самых заграничных наггетсов в Москве появился фудтрак «Матрешка». Он открылся как раз-таки около прекратившего работу Макдональдса на Пушкинской. По данным Департамента торговли Москвы, в центре города планируют установить еще 16 таких фургонов, где будут продавать и бургеры, и блины. Первый фургон уже появился возле закрытого Макдональдс на Пушкинской площади. Еще 15 фудтраков расположатся возле других закрывшихся точек американской сети. Основная задача была продемонстрировать народу, населению мобильный бизнес, о том, что рестораны могут с огромным потенциалом, с высоким качеством быть в формате прицепов. Это наше собственное производство, то есть мы с самого каркаса, с самой рамы мы полностью комплектуем уже и привозим вам и потенциальным нашим клиентам, партнерам полностью готовый продукт со всей начинкой, со всей комплектацией. В данный момент вы можете попробовать кухню санкт-петербургского ресторана. Здесь шаурма, бургеры на очень высоком качестве. То есть также мы можем не только познакомить людей с тем, что можно бизнес ставить на колеса, это будет выгодно, это будет презентабельно. Известная компания приостановила работу своих ресторанов по всей России. В компании отметили, что работу остановят из-за операционных, технических и логистических сложностей. Ежемесячные расходы обойдутся им в сумму до $50 миллионов. Чисто Макдональдс не заменит, но я на самом деле очень рад фудтракам, потому что я очень люблю в той же Азии, когда вот можно будет. Мне главное разнообразие, чтобы было. Мне кажется, вот такие вот лучшие вагончики. Здесь, по крайней мере, натуральное мясо. Мне кажется, все здесь натурально. А в Макдональдсе, я не знаю, у меня вот ходили дети, даже отравились несколько раз. Уже в Макдональдс больше не ходили. Просто вот интересно, конечно, вот это начало, попробовать, я не знаю, конечно, но вот по телевизору говорили, что здесь все натуральные продукты хорошие. Все вкусно, замечательно, приходите, будете довольны. И намного, кстати, и вкуснее, и пахнет даже по запаху намного приятнее. Такие стритфуды – это концепция фестиваля «Крымская весна». В меню траков – бургеры, сэндвичи, гарниры, шаурма, блины. Все из фермерских продуктов. Цены от 50 рублей. Самый дорогой бургер – 490 рублей. Все траки предоставлены разными компаниями и с разными рисунками на корпусе. Мне нравится вот эта идея, особенно на свежем воздухе, поесть горячего, еще и чаю выпить какого-нибудь вкусного, там, может быть, с теми же самыми нашими ягодами, облепиха, земляника, брусника. Ну, это, по-моему, очень классно. Это гораздо лучше, чем всякие кока-колы. Ну, если мы будем как бы рассуждать в поле именно замены чего-то чем-то, то все-таки рестораны быстрого питания, это не слово ресторан, а фудтрак — это фудтрак. Ты подошел, потом где-то иди, ходи, ищи скамейку, лавку. Нет, быстрое питание — это, как же говорят, оно вредное питание. А как же посидеть с комфортом? А на самом блины деле... — это как раз-таки домашняя кухня. Ты понимаешь, какие у нас ценности? Нет, я тебе не про кухню. Я блины очень люблю. Ты не любишь домашнюю кухню? Я люблю домашнюю кухню. Более того, я умею заниматься домашней кухней и готовить. Хоть и немного блюд у меня получается. Друзья, кстати, вот по номеру WhatsApp вы можете высказать свою гражданскую позицию. Вы за блины или все-таки за бургеры? Я за еду просто. И я тоже за еду. Плохой еды не бывает. Да, и хорошо, когда есть еда. В общем, самое время, друзья, узнать, какие последние актуальные новости в стране, в мире и за ее пределами. Доброе утро, в эфире новости. Новые модели укрепления общественного здоровья выстраивают на конференции в Якутске. Участие в ней принимают ведущие эксперты здравоохранения страны. Они делятся своим опытом и рассказывают о современных тенденциях в медицине. На мероприятии рассматриваются вопросы сохранения здоровья граждан, которые достигаются путем персонализированного подхода. При предиктивной медицине большое внимание уделяется профилактике и выявлению нарушений здоровья человека задолго до того, как появились симптомы болезни. Напомню, глава региона Айсан Николаев поставил перед здравоохранением республики задачи, требующие принципиально новых персонализированных подходов к здоровью и сбережению.
персонализированная превентивная медицина – это не просто идеология, а это конкретные услуги, конкретные виды деятельности, которые нужны людям и позволяют им жить долго и не болеть. Сейчас нужно просто создать больший масштаб этой деятельности, привлечь не только медиков, но и не медиков, вовлечь предпринимателей и вовлечь некоммерческие организации, то есть сами сообщества людей. Тогда приобретет такой целостный смысл при поддержке власти. В этом смысл нашей сейчас работы. Накануне общественность республики отметила 110-летие со дня рождения первого доктора исторических наук из народа Саха Георгия Башарина. В эти дни проходят много мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. В Северо-Восточном федеральном университете состоялась Всероссийская научная конференция с участием международных экспертов. А также в сквере профессоров университета состоялось возложение цветов, где приняли участие студенты и научные сотрудники учебного заведения. Во всех школах Республики Саха-Якутия проводились башаринские чтения во всех классах, а также в Северо-Восточном федеральном университете, во всех высших учебных заведениях и колледжах республики. Свой профессиональный праздник отметил Республиканский театр кукол. В Нерюнгри он был открыт в 1985 году. В прошлом году театр открыл свой 37-й творческий сезон. Уже состоялись премьеры спектаклей «Китайская история» и «12 месяцев». На данный момент в театре работает 46 человек. Среди них есть те, без кого театр кукол невозможен. За все время работы театра выросло несколько поколений детей, которые посмотрели сотни постановок в самых разных жанрах. Взрослый зритель тоже не обделен вниманием. Сейчас в ведущем репертуаре около 50 спектаклей. В апреле мы для наших маленьких зрителей подготовили спектакль «Чудо-репка» по пьесе Шувалова. И будет также в малом зале премьера спектакля малой формы «Навстречу солнышку». В мае месяце мы специально для наших зрителей подготовили прямо цикл спектаклей на военную тему. Это у нас «Снегири», «Судьба» и «Бедный Марат». На этом все. Хорошего дня. Что ж, не так давно отгремели Олимпийские игры в Пекине. Это было замечательное событие. А теперь время паралимпийцев пришло. И 7 лет готовился Пекин к тому, чтобы провести паралимпийские игры. А в Югре на это потребовалось 7 дней. В Ханты-Мансийске в пятницу прошла церемония открытия Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт». Ранее 3 марта Международный паралимпийский комитет отказал спортсменам из России и Белоруссии в участии в Паралимпийских играх 2022 года в Пекине в связи с событиями на Украине. Впечатления огромные, хорошие очень, все очень весело. И самое главное, очень тепло нас приняли. Было все красиво, все очень вкусно. Люди такие теплые, погода тоже очень прекрасная. Все организовано на высшем уровне. В эти дни соревнования с участием сборных России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана прошли насыщенно. Проведены состязания по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду, горнолыжному спорту, керлингу на колясках и следж-хоккею. Мы вместе сегодня являемся свидетелями того, что мы сильная, самодостаточная спортивная держава, для которой абсолютно нет никаких преград. И мы еще раз доказываем сегодня, организуя соревнования паралимпийцев. Вот это словосочетание «мы вместе спорт», наверное, главное, что сегодня нас объединяет. Мы вместе были, конечно, и до Паралимпийских игр, мы вместе были на Паралимпийских играх, переживая и делая все необходимое, чтобы защитить наши интересы. И мы будем продолжать оставаться вместе. В турнире по следж-хоккею приняли участие 4 команды. Сборные Россия-1 и Россия-2, а также сборная Армении и Казахстана. Мне всегда нравился и нравится, но я не первый раз здесь, и здесь очень приятная атмосфера. Игры как игры, всегда эмоциональные. Завтра еще, послезавтра тоже предстоят игры.
Надеемся на победу. В итоге Россия выиграла медальный зачет альтернативной паралимпиады, завоевав 106 наград. Беларусь на втором месте с 16 медалями, Армения на третьем. От одного фестиваля к другому, от спорта к красоте, между прочим, Каролина Вилявская завоевала титул «Мисс Мира 2022». Она стала 70-й победительницей конкурса. Вилявская учится в магистратуре на менеджменте и собирается продолжать обучение. Также она активно занимается волонтерством. Например, она участвовала в организации пункта помощи для бездомных в Польше. В конкурсе красоты приняли участие 97 представительниц стран. Это наименьшее число участниц за последние 19 лет. В полуфинал прошли 40 конкурсанток. Россия не участвовала в конкурсе, так как в 2020-2021 годах национальный отбор не проводился. Вот на такой красивой ноте Да. мы готовимся отправить вас, дорогие телезрители, навстречу этому дню. Новому дню, заряженных позитивными энергиями, хорошим настроением. Спортом, фестивалями и красотой самое главное. Да, это самое главное. Друзья, мы желаем вам отличного дня в течение всей рабочей недели. Мы встретимся с вами, но только уже завтра, чтобы завтра снова сказать вам доброе утро. Да, ну и напоследок напомним, что мы проводим конкурс двойников. А если вы, ваши знакомые, родственники похожи, по вашему мнению, на какую-то знаменитую личность, вы можете сделать небольшой коллаж, свою фотографию, фотографию того, на кого вы похожи, и отправить вот на этот номер внизу 8 914 273 44 88. Итоги мы будем подводить 1 апреля, и победитель получит ценный приз. Да, это будет замечательная фотосессия в образе, я думаю, отличная.